Добрый вечер, вы смотрите новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Сезон охоты. Какие сроки утвердили в республике на разного вида животных? Лучший молодежный IT-стартап «Якутское мобильное приложение» и его разработчик стали призерами номинации на форуме в Сколково. Кикбоксинг 30 лет прогресса. Издание под таким названием презентовали в Якутске в рамках чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Сроки охоты на животных утвердили в Якутии. Так появилась возможность передвигать сроки на Турпана с 29 мая по 4 июня. Охота на лося начнется с 15 сентября по 25 декабря. Также увеличили сроки охоты на бурого медведя с 1 августа по 31 декабря. А на дикого северного оленя сроки уменьшили. Они начнутся с 1 августа по 31 января следующего года. А на взрослых самцов косули разрешено охотиться с 20 августа по 20 сентября. С использованием петель можно охотиться на зайца-беляка. Кроме того, на селезней и уток весной можно охотиться до 30 дней. Так, в центральных, заречных и южных группах районов сроки охоты на эту птицу установлены с 21 апреля по 20 мая в Вилюйской группе, а части северных районов с 24 апреля по 23 мая. По республике идет подготовка к паводковому периоду. В Ленский район прибыла межведомственная рабочая группа для проверки готовности сил и средств Ленского звена. Все подробности у нашего корреспондента. Первым делом рабочая группа провела командно-штабные учения, после чего на улице Набережная состоялся осмотр сил и средств, задействованных для выполнения задач по пропуску половодья в Ленском районе. В ходе смотра было проверено знание всех подразделений своих обязанностей. Мероприятие проводится ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Сегодня-завтра проводится на территории Ленского района командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных с паводком и одновременно вызванных с природными пожарами. По итогам командно-штабного учения составляется анализ, там оценивается действие служб, организаций, предприятий, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также рабочая группа провела осмотр гидротехнического сооружения и складов взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва ледяных заторов на реке. Их сегодня в достаточном количестве. Помимо этого, проверена система оповещения. В завершении поездки состоялось совещание, на котором был подведен итог и озвучены предварительные прогнозы прохождения паводка в Ленском районе. В целом, сегодня район готов. Мы еще дальше будем отрабатывать некоторые нюансы, и все будет нормально. Мы готовим в случае, затора проведения подрывных работ. Сегодня боеприпасы готовы. Подрядная организация, которая будет заниматься взрывными работами, они сегодня тоже готовы. По словам заместителя председателя по обеспечению жизнедеятельности населения Иннокентия Андросова, в этом году ситуация в Ленске сложная. Обилие снежных осадков, холодная зима как никогда повлияли на осложнение ситуации. В этом году много факторов, которые подсказывают, что будет сложный ледоход. Почему? Потому что территория Ленского района много снегозапасов. Это уже четко сказано. Всю зиму он был красный, выше нормы. Так и стоит. И сейчас. И второй, более немаловажный фактор – это торосообразование на реке. Это может, конечно, в сложных участках реки образовать заторы. Я как тоже давно работаю в этой области и считаю, что заторы будут в этом году, наверное, крепкие. Точные даты вскрытия реки пока не озвучены. Это будет известно после 17 апреля. Уже на следующей неделе в Ленск приедет оперативная группа МЧС и представители правительства. Начнется совместная подготовка к паводку. По словам Иннокентия Андросова, будут приложены все усилия, чтобы не допустить затопления города. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. За минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19, из них в Якутске 20. Что касается районов, то в Алданском, Ленском и Алекминском районах выявили по одному носителю. Также, по информации оперативного штаба, вакцинация против COVID-19 сейчас проводится в 44 медучреждениях республики. По состоянию на сегодня в Якутию поступило 102 712 доз вакцины. Использовано более 62% от поступившего объема.
Безусловно, весна приводит к тому, что мы начинаем более свободно себя чувствовать, и мы видим по цифрам, что, в принципе, снижение определенное есть. Но, тем не менее, могут быть и, соответственно, ситуации, которые спровоцированными нами же самими в связи с нарушением норм санитарно-эпидемиологических правил. Оценка ситуации в медицинских организациях по больным показывает на тот момент, что наиболее частыми на настоящий момент стали семейные контакты. В связи с этим больными у нас оказываются оба супруга в семье. Поэтому при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке необходимо обращаться в учреждения медицинские для того, чтобы был определен ваш статус в целях определения дальнейшего лечения как такового. В поселке Уснера введены ограничения по подаче электроэнергии. Причина – аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач. Из Аймяконского района передает наш корреспондент Светлана Поцелуева. В прошлом году на баланс западных электросетей Магаданэнерго были переданы часть трансформаторных подстанций и распределительных сетей в поселках Уснера и Артек. И как только позволила погода, предприятие приступило к аварийно-восстановительным работам линий электропередач. В настоящее время ведутся буровые работы для замены давно пришедших в негодность опор. Наш филиал готовится к осенне-зимнему периоду 21-22. В общем, мы готовим уже свои электросети, свое оборудование к зиме. Ремонтные работы по восстановлению линий электропередач 604, текущие ремонты трансформаторных подстанций 6/04. Такие работы, как правило, проводятся при полном отключении электроэнергии, поэтому жители Уснеры на этой неделе испытывают некоторые неудобства. Однако школы и детские сады работают в обычном режиме. Учитывая, что на сегодняшний день еще минусовая температура, отключение электроэнергии никак не влияет на работоспособность энергетических установок на тепловых сетях и на котельной, все функционирует в штатном режиме. До жителей поселка информация доведена заблаговременно и с пониманием относится к отключению электроэнергии. Аварийно-восстановительные работы на электрических сетях находятся на контроле у администрации поселка Уснера. За короткое северное лето предстоит проделать довольно много хозяйственных работ, где понимание и поддержка населения имеют немалое значение. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. К другим новостям. Мобильное приложение под названием «Аяна» и его разработчик Николай Просимов стали призерами номинации «Лучший молодежный IT-стартап» по итогам первого молодежного форума по управлению интернетом в Сколково. Проект резидента IT-парка платформа «Аяна» – это первый в мире голосовой переводчик с эвенкийского языка на русский и обратно на базе искусственного интеллекта. По словам разработчиков, в платформу планируется интегрировать и другие языки коренных малочисленных народов Севера. Это юкагирский, долганский и чукотский языки. Приложение доступно для всех желающих бесплатно в Google Play и App Store. Это проект, который помогает сохранить языки малочисленных народов Севера, коренных, и это крайне важно для сохранения многообразия нашего мира и многообразия наших языков и культур. Огромное спасибо экспертам за то, что заметили этот проект. Для нас это неожиданно, но очень... В рамках форума молодые IT-предприниматели обсудили будущее интернета, проблемы защиты персональных данных, вопросы контроля сбора и обработки личных данных. Сформулировали молодежное послание, которое будет передано российскому и мировому интернет-сообществу. Кроме того, избран молодежный цифровой омбудсмен. Им стал студент 3-го курса Московского юридического университета имени Кутафина Дмитрий Гуляев. Добавим, что форумы по управлению интернетом проводятся по всему миру под эгидой ООН с 2005 года. На базе Бердигастахской улусной гимназии впервые в Горном Улусе прошел конкурс идей под названием «Бизнес-стартап среди школьников». Всего выступили 23 учащихся со всех 12 образовательных учреждений Горного Улуса. Идея этого конкурса – профориентационная направленность учащихся с ознакомлением идей в предпринимательской деятельности. Конкурс состоял из 3 этапов. По итогам защиты проектов обладательницей главного приза сертификата на обучение основам бизнеса на сумму 200 тысяч рублей стала ученица Магаразской школы Дарья Ефремова. На этом рынке можно, так сказать,
Мой проект называется «Изготовление экоподушек и товаров для укрепления здоровья иммунитета, ванны, душа и сосновых иголок». Моя компания называется «Вербес». Я участвую в этом конкурсе, потому что эта идея зародилась у меня уже давно, и появился такой шанс, и я не хотела его упускать, потому что я загорелась этим желанием, чтобы воплотить этот бизнес-проект в жизнь. Вот. В рамках проведения в столице региона чемпионата и первенства России по кикбоксингу в категории К1 презентовали 2 книги. На страницах выпуска под названием «Кикбоксинг. 30 лет прогресса» авторы рассказывают об истории развития кикбоксинга в Якутии, Советском Союзе, России. Вторая книга посвящена родному брату первого чемпиона мира из Советского Союза по кикбоксингу Александра Иванова, Альберту. В книгу вошли воспоминания друзей, родных и всех тех людей, которые работали с Альбертом Ивановым. Он был одним из инициаторов проведения в Якутске чемпионата России по кикбоксингу, который посвящен памяти его брата. Альберт Иванов внес большой вклад в развитие кикбоксинга в республике. Очень много воспоминаний о нем не только как о спортсмене или как о спортивном функционере, а прежде всего как о личности, о человеке, который всегда делал добро. С самого детства я очень удивился, когда собирал и редактировал эти материалы, потому что практически все, кто о нем писал, отмечали прежде всего в нем стремление делать людям добро. И все мы помним, как он погиб, спасая своими друзьями детей на реке Ленин. «Мы лечим и творим» – так называется выставка работ мастериц-медиков Марии Потаповой и Риты Алексеевой, которую открыли сегодня в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Мастерицы представили широкой публике вышитые подушки, картины «Мона Лиза», «Тайной вечери», натюрморты, чапрак, пальто, шляпы и другие изделия, например, из гривы лошади. Выставка доказывает, что медики, помимо того, что спасают жизни людям каждый день, еще и параллельно являются талантливыми мастерицами на все руки. Наши коллеги, которые сегодня участвуют в выставке, это самые наши активные, можно даже сказать, особенности Рита Кимовна. Она у нас вечный моторчик, она участвует на всех мероприятиях, которые у нас проводятся. Мы, конечно, уже давно знаем, что она шьет, она вышивает. Очень много у нее своих идей, очень даже часто подсказывает иногда нам. Итоги дня подведем на канале Якутия 24 в 20:00. До встречи!